Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Рейс Владикавказ-Москва накануне вечером вылетел с задержкой. Причина – дебош на борту и сопротивление властям. Эпидемия гриппа продолжает идти на спад. Об этом сегодня главе республики доложил министр здравоохранения Владимир Селиванов. В больницах остается порядка 150 инфицированных. Более 5000 выпускников северостинских школ прошли тестирование по русскому языку. Подробнее в материале Земфиры Лолаевой. Эти и другие темы далее подробно. Дебошем одной из пассажирок обернулся вылет рейса Владикавказ-Москва. Полицейские задержали Залину Бетимирову, устроившую скандал на борту. Вместе с ней находился ее несовершеннолетний сын, которого она везла на лечение в Москву. По словам свидетелей, как только все расселись по местам, женщина стала разговаривать по телефону. Экипаж попросил ее отключить мобильный, но законные требования стюардессы она выполнить отказалась и стала вести себя неадекватно. Командир вернул уже выходивший на взлетную полосу самолет. К борту вызвали сотрудников дежурной службы, но женщина и им оказала сопротивление. Когда ее все-таки сняли с рейса, самолет досмотрели. Была информация о наличии у женщины электрошокера. В руководстве аэропорта эти данные опровергли. Саму дебоширку направили на медицинское освидетельствование. В итоге рейс вылетел с задержкой в час. Значит, около часа назад обратились к нам сотрудники ЛОВД, аэропорт Владикавказский, для освидетельствования, значит, пассажирки аэропорта, данные Залины, для алкогольного опьянения. Во время, значит, теста на алкоголь, этот тест положительный, алкоголь она не употребляла. Но по состоянию и со слов самой больной, что она страдает немножко психическими расстройствами, ей назначен глицин. Но при положенных, значит, две таблетки утром-вечером она приняла дозу больше. За счет этого у нее сейчас такая загруженность. Мы сейчас откапали ее, глюкозу, витаминчики, физраствор, и тогда струю навели. Но я думаю, что тут будет все нормально. Хорошо, другой вопрос. После вас ее увозят, да? Куда везут? Немножко, я не знаю, но мне кажется, что чтобы не было этого, мы ее оставим под наблюдение, потому что до утра, а там уже утром, значит, уже видно будет. Эпидемия гриппа в Северной Осетии идет на спад. На территории Владикавказа эпидпорог уже соответствует норме. В районах он пока превышен на 25%. Об этом сегодня главе республики Теймуразу Мамсурову доложил министр здравоохранения Владимир Селиванов. По его словам, сейчас в больницах остается порядка 150 инфицированных с пневмонией. Из них 4 в реанимации. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. В ХБСП одна больная на аппарате. Она у нас в тяжелом состоянии. Естественно, никакой фамилию называть не буду. Но все, что необходимо для нее есть, и все, максимально все, что можем, делаем для этой пациентки в однозначном порядке и будем делать дальше с тем, чтобы она все-таки у нас выжила и вылечилась. Всего за 4 недели всплеска заболеваний врачи вывели порядка 8000 инфицированных. В Минздраве особо подчеркивают, слухи о чуме и других смертельных заболеваниях абсурдны. Анализы всех 13 погибших проверяли сначала в республике, затем в Федеральном Роспотребнадзоре. Из них у 3 подтвержден штамм H1N1, так называемый свиной грипп, у всех остальных – пневмонии. В свете нарастающей паники Теймураз Мамсуров поручил главе Минздрава активнее вести информационно-разъяснительную работу. Надо объяснить людям, что первый борец за свое здоровье – это сам человек. Что касается медицины, сделайте из этого тоже какие-то выводы. Посмотрите, как себя вели врачи, особенно главврачи. Насколько они смогли сконцентрироваться вокруг этой проблемы.
и для себя сделайте выводы. После продолжительного карантина накануне в Северной Осетии заработали учебные заведения, но родители по-прежнему не рискуют отпускать детей в школы. Порядка 10% учеников в числе отсутствующих. Владимир Селиванов сообщил, что карантинные мероприятия в республике не будут прекращены до тех пор, пока эпидпорог не снизится до нормы. Яна Гагиева, Самас Кочиев, Осетия ТВ. Спецоперация ЕГЭ начинается. Сегодня в Северной Осетии прошла генеральная репетиция единого государственного экзамена. Более 5000 выпускников прошли тестирование по русскому языку. Всего на территории республики работало 30 пунктов проведения экзамена. Оценки, полученные на пробном ЕГЭ, при поступлении не учитываются. Во всем остальном испытания вполне серьезные. Сейчас у всех наших выпускников есть возможность попробовать себя в сдаче экзамена по русскому языку, а также по предметам по выбору. Все условия для этого созданы. Значит, наш вновь функционирующий Республиканский центр оценки качества имеет план мероприятий, план-график по проведению оценочных процедур во всех образовательных учреждениях нашей республики. Чужие классы неродной школы, незнакомые учителя. Непривычная легкость в карманах от отсутствия шпаргалок и мобильных телефонов. И для каждого свежий экзаменационный комплект. Здесь уникальные идентификаторы, секретные фигурки, еле заметные на экзаменационных материалах и штрих-код на каждом конверте. И, конечно, видеонаблюдение. Камеры установили в каждой аудитории. Нарушители будут удалять, а пересдать ЕГЭ они смогут только через год. Меры жесткие, но вынужденные. Я считаю, что работа, видеонаблюдения сыграла свою положительную роль, потому что тот учащийся, который добросовестно в течение энного числа ряда лет учился и получал стабильные знания, он должен найти свое определенное место в жизни. А тот, который нет, он должен получить то, что он получит. Бланки регистрации заполнены. Теперь надежда только на себя. Впереди 3,5 часа, чтобы ответить на десятки вопросов. Сегодняшний тренировочный день – это возможность окончательно испытать на себе технологию сдачи ЕГЭ. Свои баллы выпускники узнают примерно через неделю. И хотя за пробный ЕГЭ оценок ставить не будут, некоторые выводы можно сделать уже сейчас. Все серьезно очень подходят к этому процессу, потому что шпаргалок не будет, никто помочь не сможет. И мы стараемся сами готовиться, чтобы сдать как можно лучше. Обстановка очень похожа на основной экзамен, и нас как-то подготавливают, и мы уже знаем, чего ждать от экзамена. На работу над ошибками времени остается совсем немного. Досрочная волна сдачи единого государственного экзамена стартует 23 марта. Основной этап запланирован на 25 мая. Земфира Лолаева, Яна Гагиева, Олег Рамонов, Осетия ТВ. Вместе с весной Владикавказ наполнила музыка свободы. Так ценители называют джаз. Известные шлягеры из золотой коллекции оркестра Каунта Бейси несколько часов звучали в исполнении Государственного национального эстрадного оркестра имени Кима Суанова. Многоголосие саксофонов, труб, струн гитары и переливы клавишных заставляют сердца то замирать, то биться чаще. Музыкальные инструменты словно оживают в руках оркестрантов. И хорошо знакомые композиции Мишеля Леграна, Рэя Чарльза и Фрэнка Синатры звучат по-новому. Эта музыка известна во всем мире, и настолько было трудно выбрать, какие же песни из этого огромного моря, тысячи произведений, которые они сыграли, успели записать. И что ни послушаешь, все нравится. Но мы решили построить так программу, чтобы было интересно, и что есть аккомпанементы просто вокальные, есть построенные на мастерство солистов, есть на мастерство оркестра, как с живого существа. В этот же вечер зрителей ожидал сюрприз. На фестивале впервые выступил ансамбль Dixie Brothers Band из Ростова-на-Дону. Гангстерские шляпы, бабочки и черно-белые штиблеты. Ребята сразу захватили внимание зала своим высоким исполнительским мастерством. Особым гостем стал 20-летний известный саксофонист Эльдар Цаликов. Он учится в Берлине, а на историческую родину приехал специально ради участия в джазовом фестивале.
Ну, в оркестре всегда это большое удовольствие играть, потому что окружен множеством инструментов, и это всегда богатая палитра. И, ну вот, насчет произведения не могу, это все как-то... Каждое произведение может стать каким-то уникальным, каждое может и полюбиться, и может не задеть. Весна во Владикавказе пришла в ритме джаза. Музыка объединила разные поколения и стала источником энергии и вдохновения. В зале не утихали аплодисменты, а хорошее настроение еще долго витало в весеннем воздухе. Тина Тинмузашвили, Залина Губурова, Олег Рамонов, Осетия ТВ. Во Владикавказе открылась выставка Анатолия Канукова. 10 лет творчества увенчались экспозицией под названием «Всадник». И это совсем не случайно. Всадник, покоряющий стихию, это собирательный образ, взятый из жизни. По словам Анатолия Канукова, это целая история о земляках, героях сегодняшнего дня. Публике впервые представлено около 60 картин. На них художник изобразил жизнь горцев. А необыкновенные картины природы Осетии нашли воплощение в пейзажах. Сам художник живет в горном селении Кобань. Там он и создает свои необыкновенные работы. Это наносит свой отпечаток на полотна творца. При этом Анатолий Кануков – современный художник, сохраняющий историю в своих произведениях. Я Анатолия знаю уже много лет и видела многие его работы. Но все-таки так цельно, как он представлен на этой выставке, я никогда не видела в таком количестве его работы. Поэтому в каком-то смысле это стало таким открытием и достаточно приятным открытием, потому что эта выставка оставляет очень замечательное впечатление своей эмоциональной насыщенностью. Насыщенностью цветом, таким достаточно радостным эмоциональным состоянием. Пока футбольный клуб «Алания» преодолевает тяжелый этап своей истории, североостинские любители футбола готовятся покорять Европу. Садонский «Шахтер» уже приступил к подготовке к турниру среди любительских команд, который пройдет в июне в Чехии. На зеленых полях Праги соберутся игроки со всей Европы и СНГ. Любители из Осетии впервые примут участие на турнире под названием «Пражская бочка». Настроены ребята исключительно на победу. Состав «Шахтера» должны усилить такие известные в прошлом игроки «Алании», как Ибрагим Гнану и Сергей Даду. Мы решили пригласить первого чернокожего легионера к нам в команду. Это был Ибрагим Джабо Гнану. Опять-таки мы связались с ним в интернете, объяснили всю ситуацию. Он сказал: без проблем, мне нравилось играть за Аланию и с удовольствием сыграю за ваш клуб. Так что мы будем ждать их, и Даду, и Гнану на турнире в Праге. Предварительные наши соперники — это великобританцы, испанцы, немцы, итальянцы, шведы, чехи, белорусы, украинцы. Будут все. То есть соперничество будет серьезная. В первый же день весны футболисты «Шахтера» начали подготовку к турниру товарищеским матчем в Алагире. Они не оставили шансов оппонентам из любительского клуба «Иристон». Счет 5-1 наглядно демонстрирует амбиции ребят из Садона, которые своей активностью и желанием развиваться лишний раз доказывают, что футбол в Осетии всегда будет жить. Мурат Гадиев, Тимур Мазаев, Алан Гасанов, Осетия ТВ.